Здравствуйте! В эфире телеканала АТВ передача «Дискуссия», и сегодня мы поговорим с гостями в студии на тему «Региональные СМИ. Вызовы и возможности развития». Представлю гостей в студии. Степан Перрон, председатель Центра независимой журналистики, Сергей Судев, руководитель Просто Радио. Здравствуйте. Тема нашего разговора – региональные СМИ, вызовы и возможности развития. Но обсуждать мы сегодня будем новый закон о телевидении и радио. Но для начала мне бы хотелось, чтобы мы поговорили немного о наших проблемах региональных СМИ. На что живут сегодня студии в регионах, как выживают и с какими проблемами сталкиваются? Ну, во-первых, студий региональных с каждым днем все меньше и меньше остается в регионе. Это заметно, видим. Эта тенденция плачевная, потому что финансовая сторона, первое, что, скажем так, самое больное было для всех телестудий региональных. И остается. Сегодня можно сказать, что она еще актуальна, да. Вот. Вторая политическая сторона этого вопроса. Дело в том, что многие студии начали исчезать из эфира по причине частой смены закона. И закон каждый раз не улучшал, скажем так, ситуацию для СМИ, а наоборот, какие-то фискальные функции вводили, и они были практически невозможны к исполнению. Я вижу каждым разом смена закона может привести, вот все эти изменения могут привести к тому, что... Но первый раз закон был в 2006 году, да? Да. Сейчас 2018 год, только вот еще даже не в опубликовался. 2007 году были очень серьезные изменения, в первом году были изменения. Я хочу сказать, что иногда эти изменения просто вроде меняются, это небольшие пункты, да, а содержание закона меняется полностью. Смена даже понимания, что такое региональные СМИ, что такое там местные СМИ и так далее, потихонечку смывается, и непонятно, где региональные, где, например, местные СМИ. Непонятно. То есть желание, конечно, всем охватить как можно больше территорий для вещания, это хорошее желание, но законодательство не дает возможность серьезно расширяться. Но вот в этом новом законе есть предусмотренные местные, что означает местное телевидение, что региональное. Формулировка есть. Ну, смотрите, вот представьте себе, вы сегодня хотите расшириться. Какой путь вы выбрали, например, для расширения? Да? Значит, есть несколько путей расширения. Это путь в закрытом режиме, это в кабельных сетях, и открытый режим, это эфирное телевидение и радио. Ну, открытый эфир сложнее, да. Вот как раз я хочу сказать, что открытый эфир закрылся. Вроде бы как появились новые возможности новыми технологиями, да, всем этим цифровым телевидением, мультиплексом, где задача стояла расширить возможности, например, всем, чтобы все могли вещаться и расширить свою зону вещания. Но эта программа, не знаю, уже смешная стала. Я сам участвовал в комиссии от региона, центральной комиссии Министерства информационных технологий с 2013 года. И все время разговор был о том, что завтра, и вот это завтра уже дошло. Но на национальном уровне работает. Один мультиплекс запустили. Мы говорим о регионах. Национальное, оно было запущено не столько для того, чтобы охватить территорию, сколько европейские деньги появились, и надо было за счет этих денег, скажем так, провести этот тестовый режим, его провели, и вот он сейчас работает. По поводу региональных, финансовая сторона решалась на уровне страны и на уровне региона. На уровне страны, открыв национальное вещание, как бы интерес пропал к регионам, а в регионах вообще не понимают абсолютно, что такое региональные мультиплексы, которые позволят, например, вещать многим компаниям, которые уже остались, то есть они будут расширять свою зону вещания. При таком переходе, скажем, с года на год, переход вступления в силу вот этого закона и вещания в цифровом варианте, немножко, скажем так, остудило многие компании участвовать в этом проекте, потому что никто не знает, сколько это стоит. Никто об этом не говорит. Да.
А сегодня, Да и когда, конкурса нет. когда зарабатываешь мало в этом бизнесе, и еще не говорят, сколько будет затраты в будущем, то, конечно, активности в этом процессе нет. Вот эти моменты, они взаимосвязаны. Вот. Политическая сторона с экономической. И вот региональные СМИ, вот, можно сегодня сказать, что На стадии вымирания. до стадии, да. Это мягко, если так сказать. Если не будет правильный подход, вот законы пишут, но законы должны подкрепляться, скажем, не только финансовой стороной, а как бы сказать, определенными конкретными пунктами, действиями. То есть первый шаг, второй шаг, третий шаг. То есть не просто писать на бумаге, но да, еще и действия. Законов много в этой области. И мы чуть дальше поговорим о тех пунктах, да. которые в законе. Сергей, я бы хотела услышать ваше мнение по поводу проблем, как на радио сегодня, как радио выживает. Вам легче, мне кажется, чем телевидение? Намного легче, потому что у нас еще долгая перспектива жизни. Что касается эфирных телеканалов, я думаю, что будущее только в кабеле. Нет уже, на мой взгляд, и, наверное, Степан Георгиевич со мной согласится, что эфирное телевидение так таковое вымирает. Смотрите, не буду в целях рекламы называть. Сильно сказано вымирает, еще не вымирает, но потому то, что все равно радует, телевидение на первом месте. Телеканал АТВ из Камрата уже расположился в эфире национального оператора Молтелеком. Что касается проблем, которые вы сегодня обозначили, я вот думаю, что в стране очень много социально-экономических проблем. Рынок рекламы, надо признать, был поделен не в нашу пользу. До сих пор. Да, весь рекламный рынок сосредоточен в городе Кишинев. К сожалению, до нас доходит совершенно мало. В новом законе о телевидении и радиовещании очень много требований к тому, сколько передач, на каких языках, когда они должны выходить. Но никто не задумался из разработчиков, на какие деньги, собственно говоря, соблюдать эту грилу, сетку вещания, для того, чтобы и у нас и коллектив был побольше, и, собственно говоря, на разных языках мы вещали и на гагаузском, и на румынском, и на русском. Кадры нужны. Более того, проблема еще и в кадрах. Наш Камрадский госуниверситет попытался набрать 2 группы, но, к сожалению, это не такой уж сильный интерес проявляют абитуриенты, потом они уже студенты. У нас очень совсем маленькая группа в Камрате журналистов. Еще раз скажу, рекламный рынок слабый, до региона мало доходит, интерес к нашей профессии невелик. Радио обещает жить долго, но с телевидением, кажется, немного все очень посложнее. Радио не предстоит приходить на цифры. Вы знаете, вам предстоит в воскресенье уехать в Польшу, а я где-то по другим программам побывал в Германии. Там тоже очень интересные законы в области телевидения и радио. Там нет такого понятия, как должно быть столько на языке национальных меньшинств, или вот столько, как хочешь, так и говори. Ну, это вот Федеративная Республика Германия. В каждой земле разные законы. В Республике Молдова, не знаю, но очень бюрократически подходит ко всем вопросам, разрабатывает целый талмуд законов, попробуй их выполнить. Вот эти все изменения, они как раз подступают к новой избирательной кампании. То ли от нас хотят избавиться, в некотором смысле, от мелких вещателей, чтобы, ну, мало ли мы тут погоду не делали такую, чтобы могло на кого-то могло повлиять в плане парламентских выборов или, наоборот, местных выборов. Либо это такие серьезные требования, которые вот были обсуждены с европейскими партнерами, которые очень нужны для нас, а мы их не можем выполнить. Мы что, их не хотим выполнить? Мы хотим их выполнить. Но я вот обозначил ниже, да, что вот проблема у нас существует. Но самое главное, если это частная телерадиокомпания, она в наших условиях не выживет. Либо ребята сидят на грантах, либо там получают какие-то крохи от рекламы и стараются там заплатить за свет, за другие мощности, где они находятся. Я считаю, что сложнее всего это телевидению, чуть-чуть проще радио. Поэтому я думаю, что с нами тоже должны были обсудить этот закон в широком смысле этого слова. Ну, понимаете, иногда просто интерес теряем. Дело в том, что этот закон обсуждали в Кишиневе, но все обсуждается на молдавском языке.
Мы вот проводили круглый стол в Камрате тоже для того, чтобы обсуждали этот закон. Мы обсуждали, вот Степан Георгиевич принимал участие, но закон еще не вступил в силу, еще даже не опубликован. Я вас могу поправить. Они, Координационный совет по телевидению и радио, очень удачно проводит и слушания по законам, по положениям и на русском языке. Уверяю, мы когда вот с ними совещаемся, мы сразу задаем вопрос, на каком языке будет идти общение. Они говорят, для гагаузской автономии на русском языке. Ну, это тоже радует. То, что у вас прошло совсем недавно, тоже радует, что на своей встрече вы нашли отражение и уже в скором принятом это опять же, как вы говорили, законе. при помощи грантов, потому что своими силами невозможно организовывать такие мероприятия. Но вот вы говорили о том, что региональные СМИ такие бедные, живем на рекламу, да, это все правильно, это все так. С другой стороны, все вот говорят, что именно региональные СМИ ближе к народу, да, они освещают именно те проблемы, и они знают о тех проблемах, которые в регионе. Но почему же мы тогда такие бедные, если мы нужны? А мы нужны только тогда, когда приближается какая-то избирательная кампания. Когда нужны. И фраза «четвертая власть радио и телевидения» не работает вообще. Пока не работает? Вообще не работает. У нас определились игроки на политических аренах, кто несет ответственность и кто за что отвечает. А ты попробуй сейчас что-то не то сказать в эфире. Ну, поверьте, и будут и проблемы, и пучок всего, что нужно. Хорошо. Тогда скажите, вот сколько минимум финансовых средств необходимо затратить в месяц, чтобы содержать студию? Вот у себя, например, я могу сказать, и мне кажется, это уже не должно быть секретом ни для кого, что чтобы содержать маленькую студию, необходимо не меньше 40 тысяч лей в месяц. Вот где, как содержать студию, чтобы нормально работать и развивать. Я уже не говорю про развитие, это чтобы содержать. Вот у вас как? Так, учесть, что наши радиостанции 3 чистоты, плюс еще 3-4 человека персонал, плюс бухгалтер, плюс директор, это порядка... Это только на зарплату, плюс аренда, плюс свет? Нет, плюс... там и коммунальные услуги, электроэнергия, аренда и все, что там еще есть. Но это где-то порядка 15 тысяч лей. Но у нас немножко проще. Вы что думаете, Степан Георгиевич, как можно выжить вот в таких условиях, когда нужно содержать студию, нужно давать зарплаты, аренда, свет? А реклама у нас там продается корова и плюс-минус, и это бегущая строка, это вообще в будущем даже не предусмотрено. От этого надо уходить уже. Знаете, самое главное, финансы играют большую роль, но это не самое главное. Самое главное, надо на рынке этих услуг создать такую обстановку, при которой ваша компания становится или повышаете свой спрос, либо создаете искусственный спрос на вашу компанию. В этом случае, поверьте мне, доходы начнут меняться. Да, как это делается-то искусственно? Это искусство, не все так просто. Не все так просто. Как бы сейчас передача не посвящена обмену опытом в этой области, я скажу так по-другому. Мы очень часто ставим вопрос содержания компании. Это как будто мы содержим то, что не должно умереть, да? Вот содержим бабушку, которая уже содержим собаку, кошку. В других странах телевидение это бизнес, а у нас, по-моему... Так вот, как раз я к этому подвожу, что я считаю, что телевидение должно стать частично бизнесом. Должно стать, согласна. Да, должно стать частично бизнесом по одной простой причине. Вот смотрите, сейчас вот Сергей как раз говорил, что идет такая тенденция, когда глобальные организации, то есть национальные, они потихонечку забирают и рекламу, и все остальное, и в том числе и приоритеты тоже у них в руках. Если у него есть деньги, он может делать другие программы, да? И быть более популярным, интересным на рынке. Да? Вот. Региональным что остается? Потихонечку смещаться с этого вектора, уступать им рынок, уступать не только рекламный рынок. Есть много способов для того, чтобы заработать деньги, не только на одной рекламе. Вот. Но в этом случае мы становимся не конкурентоспособными не потому, что не желаем, да, быть на рынке, а ситуация
изменение вот этих законодательных актов, оно прямо приводит к тому, что национальным вещателям становится, скажем, комфортнее находиться в этом законе, чем региональным. Все прекрасно знают, что в регионах проблемы с кадрами, проблемы с языковыми кадрами особенно. Вот. Сегодня проблема, например, поиски людей, которые готовы спонсировать определенные программы, чтобы было интересно. То есть есть такие люди, но их меньше по одной простой причине. Потому что мы не можем им стать, скажем так, гарантом, что мы сможем это реализовать, если даже такие деньги поступят. А почему мы не сможем реализовать? По одной простой причине. Опять кадры? Я сейчас приведу пример. Вот вы содержите 40 тысяч компаний своей, да? Вот, завтра захотели программу какую-то вести, вам нужно будет все равно пару человек туда вести. Да? Конечно, Человек спрашивает, какая у меня будет зарплата, вы скажете, 2000 зарплата? лей, до свидания, я пойду грузчиком поработаю. То есть, это почему и сфера журналистики не популярна. Не популярна, потому что люди не идут, уже бесплатно университет дает обучение, пожалуйста, идите учить, не хотят. Почему? Потому что этот рынок, он еще не получил яркую коммерцию. Он в области политики, социалки, что-то там есть. Кому хочется там дебаты устраивать, там, кому-то хочется там в социальной сфере что-то похвастаться, что сделал, как сделал и так далее, то это еще как бы так на этом рынке еще можно засветиться. А вот что касается рынка бизнеса, пока не работает. По этой причине я сегодня не вижу без участия, скажем так, государственного влияния для поддержки местных региональных СМИ, я не вижу их развития. То есть они пойдут на спад. Хорошо, давайте тогда поговорим о государственной поддержке. Вот, если вы помните, когда мы проводили круглый стол, было предложение создать фонд для всех СМИ Гагаузии. Не только для, допустим, общественного канала или для АТВ, или для просто радио. Вот создать фонд, и чтобы из этого фонда все СМИ, которые у нас есть в Гагаузии, могли получать, согласно заявкам, наверное, по проектам. Вот ваше мнение. Я отвечу очень быстро. С 6-7 Анна Карлатовна, когда у нас была председателем, вот как в эти годы, когда она наступила, мы с Виталием Ивановичем Ключевым вышли с инициативой о разработке и принятии закона о социальном заказе. Да. Что это такое? Это небольшой закон, который позволяет определить, что такое фонд, как вы говорите, да, общественные деньги, да, которые поступают в государственную структуру, но это общественные деньги. Не надо думать, что государство это государственные деньги. Это общественные, да, это общественные деньги. И они должны были работать на общество. То есть не приоритет какой-то СМИ, а для всех должны были работать. Ну, все СМИ в Гагаузии работают на общественность, да? Да. Как работать у нас равные условия. Да, а как работать, как работать разные условия. Наоборот, условия все одинаковые. Вот финансировать по-разному, а работать мы работаем одинаково. Так вот, к чему я это подвожу. Тогда не было поддержки, не были депутатами поняты этот закон. Депутаты поменялись раз, поменялись два, я им все напоминаю, что под сукном лежит этот закон, поднимите, почитайте, хотя бы для себя. Либо есть недопонимание в этом законе, то есть не то, что недопонимание, люди разной сферы, но только не этой сферы, попадают в народное собрание. Соответственно, некому продвигать эту идею. А можно вам вопрос задать? Да, пожалуйста. Скажите, когда мы говорим об общественном содержании частных масс-медиа, речь идет о том, что бюджет общественной компании телерадио Гагаузии станет меньше, или эти деньги будут пропорционально поделены между этими социальными заказами? Не получится так, что мы еще превратимся в ангажированных? Сейчас объясню. Нет, не получится. Закон о социальном заказе предусматривал 3 главных пункта. Первый пункт. Значит, государство заказывало программы социальной сферы, образовательной сферы, юриспруденция, медицина и так далее. Государство заказывает только количество и определяет его ценовую линию.
Вот как, например, Координационный совет. Да, но сегодня он не определяет, действует. но То же самое. тематику этих программ. Он говорит, вот в этой сфере. Даже может Да. определять тематику. Да. Это не вопрос. Да, но что это дает? Это дает то, что компания, участвующая в этом конкурсе, получившая определенный капитал за эти Имеет программы, контент. это гарантировано договором, что он получит это финансирование. И я тогда предлагал, кстати, это все сделать. И не только вещать в местных или региональных СМИ, а на общественной компании тоже вещать. То есть, вот как ОРТ действует. Вот такая-то компания делает такую-то программу, такая компания. И у них просто приобретает. Обмениваться, это намного Почему? проще Потому что выживать это в таких условиях. даст новый импульс, это даст новое понимание, новый ракурс мышления. Потому что, находясь в одной компании, одни и те же люди, они думают, скажем так, почти одинаково, а нам нужно еще что-то такое, другое. Не Понимаете? идет развитие в Да, гагаузской журналистике, идет. нам нужно развиваться. А развиваться только боятся когда о том, есть- что деньги поступят через бюджет в, так скажем, фонд, или как она будет называться, неважно, и так далее, она приведет к ангажированности, заблуждайтесь. Я объясню почему. Если бюджет национальный, вот сейчас национальный бюджет, начали распределять по примариям, да, напрямую, примары начали появляться у них деньги, они начали менять, вы заметили, как меняется ситуация? Благоустройство, да. А когда они проходили через несколько структур, то нужно было партийную принадлежность иметь для того, чтобы получить деньги для развития. Сегодня написано миллион и получает на этот счет. Понимаете? И примар распределяет да, вот как, и уже, дальше. если ошибется примар, это будет его ошибка. Но, в общем, влияние уменьшается. Так и здесь должно быть. Должно быть так структурировано, чтобы четко было написано первое, второе, третье, четвертое, и, находясь у власти человек, обязан выполнить это первое, второе, третье, четвертое. Вы понимаете, в чем это? Степан Георгиевич, я вообще полагаю, что в Республике Молдова, конечно, не супердемократия. Да? Предположим, не каждый Мы можем может эту демократию выбрать. сделать в Гагаузии. Слушайте, как бы составная часть этой страны. Сегодня, если государство, предположим, в лице исполнительного комитета или Народного собрания учредят какой-то нейтральный орган, который будет заниматься распределением этого госзаказа, социального заказа для телевидения и радио. И я полагаю, что будет какой-то тендер еще, где мы можем принимать участие. То есть, а вдруг твой контент не понравится? Но Сейчас я объясню. А и как они Сейчас будут объясню. деньги? кому не понравится? Ну, слушай, если, Степан Георгиевич, если социальный заказ, мы должны сегодня Мы же предложить... работаем на зрителя, на радиослушателя. Что значит Ну, не понравится? Главное, Елизавета, чтобы сегодня людям ты нравилось сделала- Я вам делать. приведу простой пример на базе Швеции. Вот государство тратило кучу денег для того, чтобы держать социальных работников, коммунальных работников и все остальное. В один день у них деньги закончились. Вот они вкладывали, и деньги закончились, а услуга не была предоставлена до конца. Что они сделали? Они пошли на рынок и предложили, вот вам столько денег за то, что будете убирать вот этот квартал. Условно. А другим за то, что будете смотреть 30 бабушек. Условно. Они сэкономили кучу денег, услуга улучшилась 2-3 раза, потому что ощутили население это дело. Вот. А государство с себя сняло самое главное. А? Что? Понятно. Ответственность? Конечно. Государство сняло ответственность. То есть она дала деньги общественным организациям, они выступили и получили услугу более качественную и сэкономили деньги. То есть вы полагаете, что должна быть по-любому какая-то номенклатура, которая бы занималась именно распределением этого социального заказа? Я сторонник того, чтобы номенклатуру не создавать для номенклатуры. Ну, там Я тоже- сторонник того, чтобы по-другому не бывает. Я сторонник того, чтобы участвовали в процессе разработки этих правил все. И когда уже договорятся, извините, надо соблюдать эти правила. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть Но это не можно правила внести пишутся в за наш кулисами. местный закон. Да, за У нас кулисами тоже будет разрабатывается. закон о телевидении и радио. Потому что мы автономия, правильно? Да, И- лицензию вы получаете совсем в другом месте. Лицензию мы получаем в Кишиневе, все правильно. Но все равно даже в этом новом законе предусмотрено. То есть у нас должен быть тоже разработан закон о телевидении и радио, который не будет противоречить. А зачем этому закону. создавать дубликат? Но это не дубликат. Мы должны в этот закон внести кое-какие поправки, которые в наших же интересах. И эти поправки должны исходить от нас. Вы с тонким намеком, что нам нужен координационный совет по телевидению и радио? Нет,
Нет, это не координационный Я совет. сторонник вообще никаких Это не координационных советов не координационный. должно. А ведь раньше было. Раньше было, что его не Но было. это было незаконно. Раньше Да, было, потому что его не было. Раньше Я было сам незаконно. помню первые лицензии 90-х годов, в конце 90-х годов. Собиралось представители разных министерств, и одна бабушка, которая нам помогала оформить документы как положено, и это было минимальное, вот я могу сказать тогда, что коррупции в этой отрасли не было. Как появились координационные советы, несколько членов уже получили уголовные дела, некоторые даже в мир иной ушли из-за уголовных дел. То есть, создавая структуру, ты создаешь коррупционную схему. Мы же говорим о том, что должно быть просто как в Америке на почте. Я прихожу на почту, карточку сую, плачу $500 за то, что я получаю разрешение на деятельность в области изготовления вина. Пришел другой штат, карточку сунул на почте, вытаскиваю следующую бумажку, на нем написано, что я имею право действовать на территории и производить вино. Вот так должно быть. А у нас что получается? Вот во всех отраслях есть структуры, которые не помогают. Они созданы для помощи, но они не помогают, они мешают. Мешают почему? Они всегда объясняют тем, что они важные структуры по закону, и они созданы для того, чтобы вести как, скажем так, переговорный процесс, как лицензирование, либо разрешительную систему, так и контроль. И все время контроль. Я задаюсь вопросом, если мы создаем законы, у нас есть гражданский кодекс, да, у нас есть процессуальный кодекс, у нас есть уголовный, у нас много административных кодексов и так далее. Если нарушил закон и написано нарушил закон, все наказывай. Зачем создавать еще кучу законов, которые, вот поверьте мне, этот закон не стыкуется с национальным законом. Он не стыкуется. Когда идет формы, там, скажем, взаимоотношения, да, оператора там, или там, вещательной организации с контролирующими структурами, не стыкуется. Не, но в этом Не законе стыку- есть некоторые моменты, Некоторые, которые... вот правильно сказать, некоторые. А можно ли в жизни вот за счет этих некоторых моментов, скажем, все это учесть? Так это уже хорошо, что хоть что-то плюс в этом законе. В моей практике, Для нас сделано. 42-я статья административного кодекса была изменена. Я знаю разработчика закона, разработчик журналист. И он не мог разработать закон, который будет... А один журналист против мог нас. разработать грамотный закон? Как? Один журналист Ну, он мог? не один, там группа работала. Ну, конечно. Я даже знаю те общественные организации, которые участвовали в этой разработке. Или- Я хорошо к ним отношусь, но есть маленький нюанс. Слишком их было мало. Слишком мало было. Ну, Да. Должно было Можно я, вовлечено быть больше людей для этого дела, чтобы Да. это был а качественный. можно я задам вопрос? Мы его сможем выполнить, вот этот закон, который с 1 января, или как 1 Нет. января, да? Это да. лучше. Мы Ну, сегодня готовы вы исполнить его вот в полном объеме? Но в этом законе Лиз, я есть задаю вам переходный вопрос, момент. если можно. Вот Я- вы я- вещатель. Я понимаю, я Ну, понимаю. ну, Я за себя столько не боюсь, потому что сегодня для того, чтобы выжить, в одиночку невозможно. Нужно объединяться. Вот правильно говорил Степан Георгиевич, что нужно объединяться и даже обмениваться новостями. У нас хороший пример канала Regional. Вот мы еще в 2010 году объединились и до сих пор выживаем, и канал полностью 100% скажите, а транслирует разработчики местную этого закона продукцию. в области телевидения и радио, у вас это была вынужденная схема для объединения. Неужели он был призван, любой закон, принятый до этого, создать вам условия тяжелейшие для того, чтобы вам только объединившись, могли бы вы выжить? Сергей, мы маленькие студии, но не выживем мы поодиночку. Не выживем. Вот мы говорили до этого, сколько нужно денег для того, чтобы содержать студию. Для того, чтобы собрать блок новостей, нужно как минимум 6-7 репортажей, правильно? Чтобы создать эти репортажи, сколько денег надо? Ну, я вам тоже задам этот А вот вопрос. когда я- мы, я- объединившись... на этот вопрос отвечу проще. А чего решили, что если создается студия, она должна делать только новости? Не только Не новости. только новости. Не А только новости. может быть, Но новости может быть, это- эта компания, которая создана, она ставит своей целью стать развлекательным каналом. Его Может не быть. интересуют эти новости. Может быть, но политические. развлекательные программы тоже Да. надо производить. Нет, сейчас я объясню. Местные Э, или свои. Ставлю другой вопрос. Если эта компания вырабатывает себе стратегию, которая позволяет ей на рынке находиться таким образом, чтобы половина этих статей закона, да, каким-то образом уйти от них,
То есть не касаться их для того, чтобы не нарушать их, потому что как только прикоснешься, обязательно пойдет какое-то нарушение. Либо ты его выполнишь неправильно, либо вообще не выполнишь, потому что условия так поставлены. Но вместе с тем, я считаю, что в этой области вот телевидения, видите, сколько страниц. И первый закон, я, если память не изменяет, по-моему, 13 страниц был. Первый закон 90-х годов. И он все растет. А что у нас я так много СМИ появилось больше порядка? Я просто распечатала так много страниц. Не, мелкий шрифт, я смотрю, тут достаточно. Я к чему это подвожу? Но не решение этого вопроса, смена закона и дополнение в этот закон. Но законы должны быть. Нужно менять понимание вот здесь. Для чего существует СМИ? Я вам приведу простой пример. Человек находится у власти 5-10 лет, и все это время он мешает СМИ жить. Я не буду говорить, какие есть способы. Мешает жить. Механизм. А когда он остается без власти, он прибегает и говорит: помоги мне, потому что я остался без этого СМИ. Мне нужно это. В этой ситуации, осознает ли тот человек, который десятилетиями мешал жить, да, осознает, что в следующий раз, когда, если судьба даст ему прийти к власти, он изменит все. И я по своей, скажем так, по своему опыту понял, не осознаю. Не все понимают, что такое СМИ. Да. Но необходимость чувствуют. То есть периодами нужно. Мне кажется, что политики специально не дают возможность развиваться местным каналам. Им это не надо. Вы что думаете, им не надо, вот этими торбочками, которые кормят народ, думают, постоянно будут выигрывать выборы? Поверьте мне, народ умнеет. И будут торбочку брать, и денежку брать, но делать по-другому. И тогда политик вспомнит, что надо общее понимание проблемы, что за страна, что она хочет, какие люди там должны жить, в каких условиях жить. Вот это нужно будет разъяснять. Без СМИ это невозможно. Невозможно. И все же я хочу вернуться к обсуждению с фондом. Мне кажется, что это хорошее решение вопроса и наших проблем. Вот я читала в этом законе, что для общественных СМИ с бюджета страны, скажем, для Молдовы, да, с бюджета страны будет выделено 0,9%. Но опять же для общественных СМИ. Для общественных СМИ. Да. Я думаю, что у нас они тоже есть общественный канал. Частные СМИ не считают общественным. Вот. Но мы же все работаем, вы же сказали, работаем все для общественности. В этом законе предусмотрено по какому-то пункту, что должны также поддерживать и региональные СМИ с госбюджета. Почему бы вот эти 0,9% не создать фонд, плюс еще какие-то спонсорские помощь, поддержки, и потом уже распределять. Я понимаю, что общественному каналу надо больше давать денег, потому что там больше работников, но как-то поддерживать и частные компании. Появляется наивысшая форма ангажированности при помощи содержания и распила ваших 0,9 чего-то. Понимаете? Вы не понимаете. Там заложено нас держать, держать за эти ниточки. Сказала. Понимаете? Это глубоко идущий закон. Смотрите, сегодня эта форма действует чуть по-другому. Называется грант. Эта форма действует. Но смотрите, все зависит от того, кто грантодатель. Да. Вот. Кто грантодатель? Государство. Давайте вот государство предположим. Нет, никогда государство. Где государство? Нет, с учетом того, что... Нет, тут предложение по поводу создания фонда имеется в виду, что государство. Я сторонник того, чтобы действительно был определен процент с бюджета, и чтобы это уже не зависело от депутатов. Нравятся эти СМИ, не нравятся, эти деньги должны поступить. Вот эти деньги должны работать. Это же деньги, бюджет же тоже это деньги людей, да, налогоплательщиков. Так, эти деньги должны работать для людей. В этом весь смысл. Что такое государство? Это государственный аппарат, который определяет приоритеты в этом государстве. Но аппарат же меньше, чем люди, правильно? Ну, да. И, соответственно, если меньше, значит, они могут ошибаться. Государство может ошибаться, вот аппарат государства может ошибаться. Так вот, нужно, чтобы народ сам предложил свою схему, как это все сделать. Верно. Понимаете? То есть должно быть немножко толчок снизу. Да.
И определив это правило, ни народ, ни государственные структуры не должны его менять. Вот определили, вы говорите, там 0,2, я вам скажу, 1% дадут, этого достаточно. И если бы выйти с таким предложением депутатам Народного собрания, да, чтобы внести в наш закон вот такой пункт, создать фонд, Если будет противоречить республиканскому основному закону, не будет, потому что то госканцелярия это его предусмотрено в протестует. законе, Смотрите, да, будет пока не будут противоречить. приняты законодательные акты, направленные в парламент еще много Да. лет назад, которые дают нам право не только принимать законы, но дают нам право, чтобы эти законы кем-то не отменялись. Мгм. Это очень важно. Любые действия, любые Но не все же инициативы. законы отменяются, Степан Георгиевич. Есть какие-то В законы последнее время отменяются. все новые законы отменены. Закон о Все. языках, Закон образования, все отменяется, понимаете? Весь закон. А мы же хотим на гагаузском языке больше говорить, да? Да. Поднимать уровень знания Должны этого языка. 25% по новому закону. Но если мы даже сами себя не Ну можем хорошо, те содержать, люди, которые разрабатывали, они же знают прекрасно, что это невозможно при старте. Почему невозможно? Ну вот так. В Гагаузии невозможно 25%. Сегодня, да. Из 24 часов 25% это очень большое Ну, время. не из 24. Ну, Там сколько? Грилла уже, соответственно, ну, Ну, хорошо, да, мы но соблюдаем это. Вы же понимаете, что ретрансляция скоро прекратится. Все равно А они примут смотрите, но в решение. этом новом законе есть переходный период. Да, да. Не сразу с 1 января все вот эти законы лягут нам на голову. Да? Здесь есть и 3 года, и 6 лет. То есть есть переходный период. Не обязательно Елизавета, сразу. но если ваш бюджет станет больше, то, конечно, вы будете Так вот мы как раз говорим о 25-30%. том, как нам Ну, не только увидеть, сидеть же что на деньги государства. как зарабатывать на деньги одном- на региональном уровне. Вот, на одном простом мне примере. кажется. Сидеть на одном общем бюджете, который вот о чем мы сейчас говорим, это было бы глупо. Он вспомогательный. Так, чтобы 16 лет, как в Гагаузии выдают, уже 17, вот сейчас будет осенью, как в Гагаузии выдают лицензию местной. Закон о На лицензировании основании отдельных... какого закона? Сейчас, Местного? дайте доскажу. Закон о лицензировании отдельных видов деятельности, который принят в 2000 году. Так вот, чтобы вы понимали, о чем я хочу сказать, это 10 июля 2000 года. В 2001 первые лицензии надо выдавать. Все эти годы с маленькими там передышками, Координационный совет по телевидению и радио Республики Молдова судилась с местными органами власти. Судилась для чего? Доказать приоритет, что они только имеют право выдавать лицензии, больше никто. И Я чем вам это приведу- закончилось? Не, я приведу вам пример. Значит, во всех отраслях Гагаузия выдает лицензию. Ну, И национальные законы не мешали, и местные законы не мешали друг другу для выдачи лицензий на местах. А вот в области средств массовой информации особые отношения. Почему? Потому что есть большое желание контролировать это все. Никому не нужно, чтобы в республике было там 100 этих маленьких организаций, да, потому что это 100 человек руководителей, каждого надо уговаривать, чтобы он лег под какую-то Ну, Степан политическую... Георгиевич, здесь я чуть-чуть не согласна с вами. А Знаете, ведь то же почему? самое может быть и у нас, Степан Георгиевич. Э, К этому Степан идет. Георгиевич, Нет, имеется в виду, сегодня, если вы не угодны к региональным властям, всегда можно указать, что у вас выдана лицензия исполнительным комитетом, и показать пальцем, где ваше место. Так. А вы, предположим, не лицензированные Координационным советом по телевидению и радио, дайте договорю, Да. идете и обращаетесь в судебную инстанцию, они умывают руки, говорят, ну, вы же получили местную, вот и отозвали у вас вот эту ту самую лицензию. Значит, в моей практике есть отзыв одной лицензии, отзыв по политическим мотивам, отзыв одной лицензии. Ее отзывал, местные суды оставили в силе как законно выданную лицензию, а Конституционный суд отзывал эту лицензию по закону о связи. То есть, А в Молдавии на тот момент не Не было. было такого закона. Был закон о электросвязи. Представляете? И статья, которая была указана Высшей судебной палатой, указана 25-я статья, предусматривала то, что они ссылку сделали закона, за счет чего они отзывают лицензию, она связана с ценными бумагами. Степан Георгиевич, нет, ну смотрите. такая практика подождите. есть, но не местном Здесь я уровне, чуть-чуть а не согласна национальном. с вами. Вот Координационный совет выдает лицензии на частоты, да?
А местные органы власти на что выдают? Ну, тут речь идет о кабельных телевизионных Вот хотите, я вам честно скажу, На кабельный? почему вы считаете, что Координационный совет должен выдавать на частоты? Ну там разыгрывается конкурс только на частоты, только на частоты. Скажите, пожалуйста, сколько разыгралось частот и как вам повезло расшириться на всю Гагаузию? Мне повезло в 2014 году. Слышали? В В 2014 году. А телевидение действует с какого года? С 2002 года. Ну, Нет, с 2000... Нет, на Когда вы вторую получили частоту. первый раз, Алексей? Первый раз когда вы получились? В 99 году Вот, получила. я вам первый проще раз. скажу. С С Степан Ильич, 95-го года действует вы сказали, вы телевидение. меня Да. спросили расшириться. Я говорю Да. про расширение, потому Да. что вторую частоту уже тоже телевизионную я в 2014 году тоже получила. То есть Сколько человек участвовала участвовало в конкурсе. конкурсе? Много. Много. Потому что на Камрад желающих и очень много. А мы разом получили 3. Вот, видите? И вам очень повезло. Но это не так давно тоже было. Не, вам очень повезло. Другим никому не повезло при расширении Нет, получить ну частоты. здесь... А у некоторых забирали пачками частоты для определенных компаний. Ну, это есть везде. Но это я мы же не национальный понимаем, уровень, что я Значит, мы должны соглашаться с тем, что нарушается закон, да? То есть одни, Что значит одни белее других, нарушается? Это получается. конкурс, это конкурс. Выигрывает та компания, кто подает на В лучшую моей идею. практике есть, так когда я понимаю принес конкурс. документы на конкурс, да, при котором отказать не могли никак, потому что концепция была очень хорошо сделана. То есть шансов не было отказать. Знаете, до чего дошло? Сотрудники Координационного совета убегали из кабинета, чтобы не принять документы для того, чтобы участвовать на конкурсе. А я знаете, что думаю? Что Это они уже тоже- готовы вас уже принять. Есть видео, как... Нет, сегодня они готовы мне дать любые лицензии, но они мне не Я нужны. участвовала в одном Не конкурсе, нужны мои мне. документы пропали перед конкурсом. И потом И считаете, нашлись, что это норма? И потом нашлись. Не, ну считаете, что норма? Не считаю я, что это норма, но это конкурс, есть Хорошо. конкурс. В законе написано, что приоритет дается местным вещателям. Дается. Приоритет дается. Если участвует 10 Смотря- организаций, и один из них местный, все, Да. местный должен получить. А ведь Согласна. не получалось так. Согласна. Ну, Вот, я об этом давайте говорю. мы все-таки поговорим О о законе. наших проблемах. Я как раз о законе, да. законе, О частотах. о частотах. Здесь есть хорошие пункты вот о рекламе, о телеторговле. То есть есть и о рекламе пункт, есть и о телеторговле. Кстати, здесь есть пункт, что вещать в общественные каналы не должны заниматься телеторговлей. Вот ваше мнение по этому поводу. То есть они практически А по что новому такое? закону не будут заниматься коммерческой рекламой. Смотрите. Если я правильно Смотрите. понимаю этот закон. Первое. С государства мы ничего не даем. Никаких денег для развития. Телеторговлю забираем. Так же? Общественный канал? Вы про общественный канал сейчас? Да. Поверьте мне. Так вот я тоже. Это тоже очень большая проблема, поэтому об Это этом надо будет, говорить. это будет. Вот увидите, государство обязательно кинет, вот прям по-народному говорю, кинет общественные компании. Вот придет время, они пойдут на самофинансирование. Лишив их возможности зарабатывать самим и лишив их получения дотации с государственного бюджета. Нет, дотация предусмотрена. для Сейчас жизни, предусмотрено. Никто и гарантии не дает. Понимаете, со временем будет. Со временем будет. Они же отказались первые от государственных СМИ, которые были в районах, да, радио где-то было, где-то телевидение было, все. Все отказались. То есть новые законы предусматривали и убрали. Сейчас местные органы власти финансируют частные СМИ на основе договоров, и они информируют население о деятельности местных органов власти. Но тут другое, эту статью могут забрать у всех. Тогда что? Это не дает, то не дает. Весь Вот мир, все весь мир работают говорит как-то. о чем? Весь мир о чем говорит? Он говорит о том, что есть независимость у компании. Не только творческая, независимая компания. Если мы определяем эту независимость, мы должны указать, вот как Польша, дали 2% бюджет организации, все, твоя независимость закончилась. Ты открываешь всю бухгалтерию, и все об этом знают, в этой общественной организации говорят. Да. Если не хочешь быть независимым, значит откажись от этих 2%. Иди на рынок и зарабатывай. Какой путь мы выберем сейчас? Вот мы, какой путь выберем? Все. Вот здесь, в Гагаузии. Я не Ну, буду мы говорить про Молдову. коммерческие СМИ, мы и так сами зарабатываем. Нам никто ничего не дает. Тогда задаемся вопросом. А нужно ли тогда? Значит, в моем понимании, что должно в регионах остаться эти студии, а источники для вещания должны быть едины, для того, чтобы студии не занимались
тем, что зарабатывает деньги на передатчик, на свет, на все остальное. Он должен знать. Я выхожу, вот столечко стоит мое вещание, и попытка на мультиплексах, попытка была сделана. Но опять же, когда начало перетягивание, кто же этот мультиплекс будет лицензировать, да, и какая организация будет, государственная или государственно-частная партнерство, или чисто частное партнерство. Вот здесь нет четкого определения. Понимаете? Я уверен, что вы сегодня подадите заявку подаст государственная компания для получения мультиплекса, и вы проиграете этот конкурс. На уровне КСТР. Проиграете. Вот такая ситуация будет. Почему? Потому что нет четких определенностей. Если мы говорим о том, что у нас нету государственной СМИ, у нас только все частные, то я, например, приведу в той же Польше, вы увидите, там есть и государственные, и частные. Если государство, значит, будет, он ведет государственную политику. Если мы его сделали общественным, он должен быть общественным, значит, он должен делать общественную политику. Я не зря сказал, что у нас некоторых в следующем году уже может не быть, а может и всех. У вас прямо апокалипсис какой-то. Но я оптимист. Не, Ну, не где совсем, же в ваших Вот. словах оптимизм? Оптимистическими вот словами. именно. Да, я Не знаю, совсем что- на оптимистической ноте мы заканчиваем нашу Да. передачу, Степан Юрьевич. Давайте больше оптимизма. Сергей. Больше оптимизма, Скажи, что мы не если все закроемся. согласятся, я перебиваю, если все согласятся в Гагаузии получить гагаузскую лицензию, все средства массовой информации, которые есть в Гагаузии, все Ну, получат гагаузскую это лицензию не и оптимистическая нота. будут бороться за гагаузский закон для того, чтобы он работал на территории Гагаузии. Тем самым большинство вот этих статей, которые запретные здесь есть, они нас не коснутся. Вот что я предлагаю. А я говорил в начале нашей беседы, что, к сожалению, у нас в Молдавии нету супердемократии, в Гагаузии таки подавно. Сегодня, если передать какие-то полномочия региону, мы просто с одного места уйдем в другое место. Сути проблемы наши это не решит. Я верю в наш общий оптимизм, верю в работу телевидения, радио, кабельные телевизионные Журналистов. сети. Я обрисовал проблему в начале нашей беседы по поводу кадров и рекламного рынка. Хотелось бы верить в лучшее, но считаю, что мы сегодня не готовы получать лицензии в области радио и телевидения в гагаузской автономии в силу определенных обстоятельств. Мы еще к этому не созрели. Власти, конечно, наши гагаузские в разное время это хотели. К сожалению, это трудно исполнить, потому что мы превратимся, будем так говорить, всегда масс-медиа были ангажированы, да, то есть будем сильнее, будет ангажированности, если будем лицензироваться на месте. А по поводу бюджета, о том, что вы говорили, что нужно будет создать какой-то социальный фонд поддержки региональных масс-медиа, если это не сделать нашу общественную кампанию беднее, я согласен на такой фонд. Но если мы отдерем у них последнее, и не будет у них мотивации работать, мы останемся без общественного телевидения и радио. Нужно, наверное, скорее всего, смотреть в законе телевидения и радио Гагаузии, который призван регламентировать работу общественного вещателя. Там нужно что-то делать, и там что-то нужно исправлять. Что касается нас, это тема еще обсуждаемая. Конечно, было бы неплохо получать какую-то помощь и поддержку на социальные проекты. Конечно, каждый из нас был бы рад. Но сегодня я не думаю, что ни Гагаузия к этому не готова. Молдова что-то пытается сделать, но не знаю. Вступит в силу данный закон, посмотрим. Собственно говоря... Очень хорошо, хоть один Одна участник. реплика. Да, пожалуйста. Одна реплика. Смотрите, очень часто действительно пугает о том, что Гагаузия получила лицензию, мы попадем под влияние местных органов власти. Я проще скажу. Закон так сделан, что в течение 3 дней вы получаете лицензию, и отказать вам никак не могут. Так сделан местный закон. Да. Если хотите испытать, подайте заявку. И вы увидите. Это первое. И хочу сказать, что местный лицензионный орган, комиссия, да, ни разу не попадала под уголовную ответственность и за взятки, и за все. Коррекционный совет по телевидению и радио неоднократно. А мы говорим о том, что, находясь под юрисдикцией коррекционного совета, его лицензии на территории, мы имеем больше свободы. Поверьте мне, это очень большое заблуждение. Очень большое заблуждение. Я извиняюсь, и последнее. Да, данное управление, которое занимается выдачей подобных лицензий, оно регламентирует работу и выдачу лицензий в области кабельных телевизионных сетей. Нет, там все, и телевидение, и радио.
То есть и мы и радио можем получить? Конечно, конечно. А как Конечно, ну, конечно, я не могу понять, как можно Елизавета, получить уходите на в радио, звуковые а где взять диапазоны? эту частоту, Вот, Степан Георгиевич? видите, как раз я хотел вам Кто даст нам сказать эту частоту? передачу, а вы меня не слышали. Когда я говорил, Согласование. что я был к согласительной комиссии, Да. мы тогда договорились о том, что частоты, которые разработаны на территории Гагаузии, будут выдаваться местной лицензионной организации, а не Координационный совет. Но радиочастотный центр дает их сюда, а не туда. В одной Вот в чем маленькой проблема. стране не может работать Да что вы говорите? два органа. Пожалуйста, только что человек вам ответил. В Германии. Германия, пожалуйста, не только Германия. Ну там супердемократия. Да. А у нас работает. еще, Нам надо дожить до а у нас еще каменный супердемократии. век в этом плане. Нет, мы сейчас создаем количество структур и надеемся, что один контролирует другой, мы наведем порядок. Ничего не... Чем меньше структур, тем больше порядка. Согласен. Поверьте мне. Тут я согласен. Ну что ж, надеюсь, что все-таки мы еще встретимся в этой студии с вами, еще поговорим на тему телевидения и радио, на тему СМИ, развития СМИ в регионе, и все-таки не получится так, что через год, прямо как вступит в силу этот новый закон, значит, нам придется закрываться. Очень надеюсь, что вот эта идея создания фонда в Гагаузии все-таки поможет нам развиваться дальше. Может быть, эта идея найдет поддержку и у других журналистов, и все вместе, объединившись, как-то мы продвинем эту идею, сумеем убедить наших депутатов Народного собрания, что это очень важно и очень нужно для того, чтобы мы, частные компании, тоже развивались наравне. Я не говорила о том, чтобы отбирать что-то у общественного канала. Я не говорила, я просто хочу, чтобы мы все работали на равных условиях. Вот очень хорошо сказал. Очень хорошо сказал. А Степан Именно в Георгиевич, равных условиях. На равных условиях. Да. И Не надо надеюсь, ничего что, отбирать, просто равные условия. Вот. И все покажет. и надеюсь, что так оно и будет. На Кто как гагаузском мы. есть пословица «Хай бы качись». Хайбак и чиз. Хайбак и чиз. Значит, мы завершаем нашу передачу такими оптимистическими словами хайбак и чиз. И я уверена, что все у нас будет хорошо. Спасибо вам за участие в нашей программе. Напомню, что в студии АТВ сегодня мы говорили на тему региональные СМИ, вызовы и возможности развития. Участники студии были Степан Перрон, председатель Центра независимой журналистики Гагаузии, и Сергей Судьев, руководитель «Просто радио». Передачу провела Елизавета Ротарь. До встречи в эфире.